Нашу современную жизнь невозможно представить без телевизора, компьютера, микроволновки и так далее. Мы даже не задумываемся, что всеми этими достижениями мы пользуемся благодаря тяжелой и упорной работе энергетиков. Без таких людей полноценно не сможет функционировать ни одна отрасль производства. Сегодняшний выпуск передачи «Профи» будет посвящен работе энергетиков. Для этого, дорогие друзья, мы с вами посетим Якутскую ЭГРЭС. Итак, поехали! Якутская ЭГРЭС – первая в бывшем Советском Союзе электростанция, работающая в условиях вечной мерзлоты на газовом топливе. В этом отношении она не имеет аналогов во всем мире. Это грандиозное для Якутии строительство началось в 1968 году. Яркой страницей в истории ЭГРЭС вошла дата 9 октября 1970 года. Именно в этот день первая газовая турбина была принята в промышленную эксплуатацию. Первоначально Якутская ЭГРЭС планировалась в основном только для выработки электрической энергии. Однако с 1971 года предприятие начало производить отпуск тепла для отопления и горячего водоснабжения жителей города Якутска. Каждая газотурбинная установка оборудована подогревателями сетевой воды, в которых уходящие в дымовую трубу газы подогревают воду. Тепло, получаемое таким способом, является одним из самых дешевых в стране. Вот мы находимся, скажем так, в сердце Якутской ЭГРЭС. Здесь, собственно, и вырабатывается электрическая энергия с помощью вот этих вот 8 генераторов, которые обеспечивают город Якутск и несколько центральных районов нашей республики электроэнергией. Итак, за всей работой станции следят вот из этого помещения. Операторы непрерывно и внимательно следят за работой всех газотурбинных установок. На мониторах и приборах отображается весь процесс работы станции. Я учился в ЯГУ на энергетическом факультете по специальности энергообеспечения промышленных предприятий. После окончания учебы пришел сюда и устроился на работу. Ты в каком году? В 2006. И с тех пор, как вообще начинал? Сразу за этот стол сел или как? Ну, сначала стажировался на машиниста-обходчика, сдался, проработал 1,5 года. Суть моей работы заключается в введении режима электрической нагрузки, тепловой нагрузки. Согласно температуре наружного воздуха задается график тепловой и электрический по нагрузке. Я непосредственно слежу за частотой в сети, которая, как вы знаете, 50 Гц у нас равняется. Вот я ее и соблюдаю. В наше время в связи с быстрым ростом глобальной электрификации и зависимости от электроэнергии, электромонтеры являются самыми востребованными специалистами в любой стране. Значимость бесперебойного снабжения электроэнергией так велика, что в случае перебоев предприятия и государства несут существенные убытки, так как в случае отключения от подачи электроэнергии практически все виды промышленности, железнодорожный транспорт и многие другие сферы хозяйства будут почти или полностью парализованы и остановлены. Деятельность электромонтеров связана с постоянным риском, требует внимательности, знаний и четкого выполнения требований правил техники безопасности, правил технической эксплуатации, а также способов оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током. Владельцы этой профессии регулярно раз в 5 лет проходят техническую переподготовку, связанную в основном с техническими обновлениями электрооборудования и коммуникаций, ежегодно проверку знаний правил. А оперативный персонал, помимо этого, еще с установленной периодичностью участвует в противопожарных и противоаварийных тренировках. Требования такие. Во-первых, это, конечно, совершеннолетие 18 лет, да, начнем с того, с элементарных вещей. Обязательно отсутствие каких-либо
медицинских противопоказаний, так как работать приходится и со вредными условиями труда, которые у нас есть. Вот. Наличие среднетехнического образования, если конкретно будем говорить о должности дежурного электромонтера 4-го разряда. Вот. После прохождения обучения, сдачи экзаменов, решения контрольной противоаварийной тренировки, человек может приступить к самостоятельной работе. Весь этап подготовки составляет не менее 3 месяцев. Как уже было сказано, безопасность прежде всего, поэтому когда на предприятие приходят новые работники, они автоматически становятся стажерами. Будто они суперэлектриками или имеют по 2-3 высших образования, они просто обязаны начинать с самого начала, поскольку работа в ГРЭС, да и в энергетике в целом, не терпит ошибок. Есть в Якутской ГРЭС и своя электротехническая лаборатория. Она занимается обслуживанием релейной защиты автоматики, преобразовательных устройств, проводит высоковольтные измерения и испытания оборудований, индивидуальных средств защиты и так далее. В порядке текущей эксплуатации здесь в лаборатории испытываем, допустим, средства индивидуальной защиты, которыми пользуются персонал ЯГРЭС. Здесь, допустим, испытываем перчатки напряжением 6 киловольт, каждые 6 месяцев. Инструмент с изолированными ручками. То есть без этих защитных средств допуск работы вообще? Да, запрещен. То есть нужно обязательно применять средства индивидуальной защиты и электроинструмент с изолированным. Обязательно проверены в нашей лаборатории. Также испытываем масло, которое здесь эксплуатационное, которое у нас содержится на хранении и которое заливается в трансформаторы, на вода высоковольтная. В лаборатории 10 человек, ИТР 5 и электромонтеров 5. Есть мастер ИТЛ, который непосредственно руководит этими электромонтерами, инженер по высоковольтным испытаниям, инженер-электроник, то есть обслуживает преобразовательные устройства, и инженер-лейщик, и начальник, мастер-начальник, и 3 инженера, и 5 монтеров. В основном молодые, да, средний возраст 30 лет сейчас. Буквально недавно ушел у нас старейший работник ЯГРЭС, который проработал на ЯГРЭС со дня основания 44 года. То есть на 72-м году он уже ушел на пенсию. И вот так. И набрал, как говорится, молодежь и обучил ее, в принципе, да. То есть, как говорится, тылы оставил. Так что будем работать также надежно, ответственно, да. То есть преемственность, наверное, оставил, поэтому будем работать, да. Вот и стажер Андрей Дударов, окончив высшее учебное заведение, пришел на работу в энергетическое сердце Якутска. Под руководством наставника он проходит стажировку. Я в этом году закончил университет по специальности инженер-энергетик и пришел работать на Якутскую ГРЭС, узнавать свою специальность. Как устроилось? У тебя высшее образование не назначили? Нет, не назначили, мне хотелось работать в сфере энергетики, генерация основополагающая в энергетике. Хотел узнать генерацию, поэтому пришел работать непосредственно на электрическую станцию. То есть ты сейчас являешься стажером? Стажером, да. И почему тебя здесь учат? Кто у тебя наставник? Обучают эксплуатации основного энергооборудования, электрооборудования, электроустановок. Оперативный персонал, естественно, эксплуатацией занимается. Если сравнивать с теорией, когда тебя учили в университете, здесь непосредственно уже на рабочем месте, как сильно отличается? Отличия, конечно, есть, но они несущественные. Все основополагающие, основные основы, азы в университете здесь они одинаковые. А то, что отличается, это уже в частности мелкие какие-то отличия, они есть везде.
Ну, первостепенно мы стажеру рассказываем вообще сначала об опасности электрического тока, чем он опасен, какие имеют последствия, чтобы люди были внимательны, бдительны всегда, что если что-то где-то непонятно, какие-то вопросы неясны, какие-то действия, если вызывают сомнения, что лучше всегда переспросить, всегда лучше более старших спросить, как сделать, как правильно будет, или вообще правильно ли я делаю то или иное действие произвожу. Ну и, конечно, начинается все с техники безопасности стажеров. К нам приходят люди. Сначала, конечно, техника безопасности у нас на первом месте стоит. Это ее неукоснительные соблюдения правил техники безопасности. Никакие пункты техники безопасности не пропускаем, отступлений не делаем. Я считаю, что это очень правильная такая политика. Она вообще ведется по всей компании Якутскэнерго. Ну и вот, может, вы видели, у нас стенд большой есть перед входом на станцию. Полторы тысячи дней, 1500 дней Якутская ГРЭС работает без травм. Вот я считаю, что это результат того, что ведется такая политика жесткого соблюдения правил техники безопасности. Ну вот, и с этого у нас начинается обучение стажеров, практикантов. Всем мы рассказываем, что электрический ток вот настолько опасен, что он приводит к смертельным случаям. Поэтому не хотелось бы, чтобы это у нас было. И поэтому приходится работать вот в этом направлении. Много времени уделяем и внимания техники безопасности, потому что я считаю, что это одно из основных правил и поведения на станции любого работника. После стажировки работник должен сдать экзамены по всем производственным инструкциям, правилам техники безопасности, правилам технической эксплуатации, пожарной безопасности и, конечно, сейчас актуальны вопросы экологической безопасности. Вот. После сдачи экзаменов работник допускается к дублированию. Это момент подготовки, когда работник уже непосредственно воздействует на ключи управления, выполняет практически отрабатывает какие-то действия в процессе. Самостоятельно что-то делает, но под контролем. Но под контролем, да. Опять-таки наставника. И для оперативного персонала срок дублирования составляет не менее 12 смен. Вот. По окончании дублирования выносится решение о том, может ли человек работать или нет, справляется, не справляется. Возможно также увеличение сроков дублирования, если выявляются какие-то слабые места или уязвимые у работника, какие-то определенные пробелы знания, и так далее. Вот. По окончанию дублирования человек решает контрольную, противоаварийную, противопожарную тренировку. Для чего все это делается? Будь то это человек с высшим образованием или уже готовый специалист после окончания учебного заведения, он приходит к вам, он все равно становится стажером, затем дублирование, затем сдача экзаменов. Для чего все это делается? Вы, наверное, сами обратили внимание, мы находились только в главном корпусе станции, да, и вы увидели, какой колоссальный объем оборудования, сколько помещений. Помимо главного корпуса на Якутской ГРЭС также очень много всевозможных зданий, сооружений и так далее. Вот. В процессе подготовки человек как раз ознакомливается с особенностями оборудования, потому что каждая станция по своей природе, она уникальна. Компоновка и так далее. Без стажировки, без обучения работать, и уж тем более оперативным руководителем, невозможно просто. Как выражаются более пожилые работники, да, у нас по одному маршзалу можно учиться ходить только целый год. Чтобы бесперебойно обеспечивать потребителей электричеством, текущие капитальные ремонты проводятся периодически. Вот как раз вы можете наблюдать за ремонтом одной из газотурбинных установок.
А вот и так называемый резервный источник ЕГРЭС с 4 газотурбинными установками ГТГ-12, построенный в 2010 году с целью увеличения установленной мощности станции, позволяющей наиболее экономично проходить максимумы нагрузок. Мы находимся в резервном источнике, где в 2010 году были установлены 4 газотурбинные установки ГТГ-12 по 12 мегаватт каждая. Так вот, эти газотурбинные установки запускаются только в часы пик нагрузок. Ну, наша смена непосредственно занимается подготовка оборудования к выводу в ремонт, потом ввод оборудования в эксплуатацию после производства ремонта. И всеми эксплуатационными характеристиками, мы смотрим, заведуем, следим за ними. В общем, оборудование держим в нормальном эксплуатационном режиме. Мы предотвращаем аварии, не даем им развиваться, не даем им вообще быть на нашей станции. Но без этого никак, поэтому аварии бывают, но редко, но бывают. А вот и конечная точка работы ГРЭС – ЗРУ. Расшифровывается как закрытое распределительное устройство. Вся выработанная электрическая энергия поступает через специальные шины именно сюда. Здесь ток преобразовывается и затем подается уже непосредственно потребителям. Востребованность профессии энергетика на рынке труда высокая. Энергетик – это специалист, функции которого входит разработка, производство, а также эксплуатация систем энергетического и теплового обеспечения. Работа у представителей этой профессии очень ответственная. Особенность профессии энергетика состоит в том, что функций, которые могут выполнять люди этой специальности, очень много. Поэтому возлагаемые на них обязанности напрямую зависят от той организации, в которой они трудятся. Например, в пусконаладочных и проектных компаниях специалисты в этой области занимаются восстановлением и проектировкой электросетей. Непосредственно на самих предприятиях работа энергетиков заключается в обеспечении бесперебойной работы систем и при необходимости их ремонте. Так что, как говорится, думайте сами, решайте сами. История этой славной профессии неразрывно связана с электричеством. С тех пор, как в 1882 году появилась первая электростанция, созданная Томасом Эдисоном, возникла и необходимость в подготовке квалифицированных кадров для обслуживания сложных установок. На сегодняшний день выпускающихся из вузов молодых энергетиков, что называется, расхватывает с руками. В первую очередь востребованы специалисты, занимающиеся исследованием проблем на стыке нескольких наук. Например, деятельность физика-энергетика, обозначенного получением энергии из новых, более экономичных источников, считается профессией будущего. С другой стороны, инженеры энергетики все так же необходимы на любом производстве. Заканчивал радиотехнический колледж, и после окончания тружусь здесь уже 10-й год. Как коллектив вообще, как работа нравится? Да, работа нравится. Коллектив дружелюбный, все нормальные парни. Работа сама по себе очень интересная. Интересная в плане того, что, во-первых, в техническом плане очень много познается и в процессе работы. Помимо этого, очень тесно приходится работать с людьми, с подрядными организациями. Каждый специалист выбирает для себя карьерные перспективы. Одной из наиболее простых считается работа в строительно-монтажных организациях. Совершенно иной уровень квалификации требуется на проектных и пусконаладочных предприятиях. Для тех же, кого не привлекает труд на производстве, свои двери открывают научно-исследовательские институты, каждый год являющие миру интересные новинки.
Так где же получить профессию? Сегодня многие технические вузы предоставляют возможность получения специальности энергетика. Как отмечают эксперты, конкурс на подобные заведения остается сравнительно невысоким – около 2-5 человек на место в среднем. Но поступить туда не так-то просто, если специализированного среднего образования вы не получали. Для этого и существуют годовые подготовительные курсы при вузах. Там турбинисты, электрики, как бы там на такие классы как бы подразделяемся. Это электрики, это турбинисты. А вообще в целом мы считаем себя энергетиками. Расскажите вот про разряды. Вот все равно же у, ну, скажем так, грубо, электриков есть же разряды у них, да? Да. По каким критериям вот они отличаются и вообще они допуски разные имеют, да? Ну да, конечно. Во-первых, что касается разрядов, взять тех же дежурных электромонтеров, в зависимости от разряда группы по электробезопасности, зона ответственности, зона обслуживаемого как бы оборудования, да, отличается. То есть дежурный электромонтер с 4 разряда обслуживает конкретно у нас на Якутской ГРЭС, да, оборудование до 10 киловольт включительно. Ну а дежурный электромонтер 6 разряда уже до 110 киловольт. Вот. То есть для получения разряда где-то уже надо будет идти учиться и получать соответствующие сертификаты? Обязательно для, как бы, одним из требований работы начальником смены электроцеха является наличие высшего технического образования. Допускается, конечно, подготовка по этой должности без высшего образования, но уже, как бы, чтобы человек обучался там на старших курсах. Не, на старших курсах, ну там 3-й, там 4-й, 5-й курс высшего. А ваши сотрудники куда-нибудь ездят, вот, чтобы дополнительно обучаться? Вообще у нас предусматривается обучение, значит, есть учебный комбинат подготовки кадров. Там дежурные электромонтеры проходят курсы безопасной эксплуатации сосудов под давлением, курсы дежурных электромонтеров. Вот. Начальники смен электроцехов проходят обучение по программам «Промышленная безопасность». Вот какие профессионалы трудятся в Якутской ГРЭС. Дни и ночи напролет они обеспечивают столицу республики и заречные районы бесценным электричеством. Благодаря их слаженной работе у нас с вами всегда тепло и светло. Смотрите в следующей передаче.